Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Тут группа ребят из Беренче Студия, активно создающая контент на татарском языке, вновь ожила после продолжительного молчания. В свое время они обещали переводить серии «Игры престолов» на татарский язык. Даже уже сделали несколько трейлеров на татарском языке. Сейчас команда переводчиков обещает запустить первый татарский кинотеатр БЭР+. В 2021 году переводчики обещают официальный запуск развлекательно-образовательного интернет-сервиса с сотнями фильмов, сериалов и мультфильмов с профессиональной озвучкой на татарском языке. Своей целью они ставят популяризацию татарского языка. В качестве затравочки они уже перевели на татарский язык трейлер «Чудо-женщины 1984». Оценим его. Бу дөнья синең белән очрашуга әзер түгел әле. Синең вакытың килер, Диана. Һәм барысы да үзгәрер. На самом деле перевод актуального, популярного контента на татарский язык – дело важное. Татары Сибири, например, тоже этим занимаются. Совсем недавно у них как раз вышел переведенный на их сибирско-татарский диалект фильм «Джентльмены удачи». Ну или, как они говорят, «Уңышлы шәлтелмәннәр». Эй, син! Синең урның парашента түгел митимени. КНТП. Невкат Питерской. Ницца мин суйдым. Ницца кисеп бетердем. Ницца йөрәкләр мин загубил. Син чего, син чего? Маргалкаларны цыксыйм. Булыша коең, хулиганнар күсләремә яшәтләр. Я лично фильм этот просмотрел. Знаете, это очень интересный лингвистический вызов, челлендж. Вот мне лично на слух было понятно многое из речи в фильме, хотя какие-то особенности сибирского диалекта и чувствовались. Вот эта вот сибирская татарская буква «Ц», которая в татарском литературном заменяет букву «Ч». Ничего страшного, со временем к этому можно привыкнуть. Кстати, фильм просмотрели только ВКонтакте более 10,5 тысяч раз. В общем, татары над переводами интересных фильмов работают. Но вы понимаете, что дело это трудное. За каждый труд нужно платить. Надеюсь, переводчики из Беренче Студия или переводчики фильма «Джентльмены удачи» где-то донаходят для своей работы ресурсы. Запрос на такой контент у татар, конечно, быть должен, и он, наверное, есть. Но, понимаете, нужно ведь еще за это и платить. Уңышлар вам! Ростовские татары в лице общественной организации Татаро-Башкирский культурный центр Яхташлар сделали двухчасовое видео «Без татарлар», в котором рассказывается именно о современных татарах Ростовской области. Видео большое и поделено на две части. Мы просмотрели обе части. Вы тоже можете оценить это видео. Ссылки будут в описании нашего видео. Сказать по правде, мы были глубоко впечатлены этим материалом. Сегодня татарскому народу очень не хватает подобных, честных, искренних видео с разных территорий России и зарубежья, на которых татары говорили бы о себе и о своих проблемах. По данным Всероссийской переписи 2010 года в Ростовской области проживает около 14 тысяч татар. Цифра вроде как незначительная по сравнению с другими регионами, где проживают татары, но это самые настоящие и живые люди. И авторы видеоматериала о ростовских татарах во всех красках раскрыли это небольшое татарское сообщество. На видео мы можем увидеть, как ростовские татары рассуждают о плачевном состоянии сельского хозяйства в области. Ведь именно для работы на земле в основном татары и переселялись туда, в Ростовскую область. В фильме есть рассказы о татарских хуторах Татарка, Кызыл-Аул.
Увы, но в этих хуторах остались лишь старики. Татарской молодежи там нет. Кто-то переехал в города покрупнее, типа Ростов-на-Дону или Волгоград. Даже есть те, у кого дети и внуки обратно вернулись в Казань. У многих героев фильма есть явное ощущение, что татарство, то есть татарлык, ростовские татары с каждым годом все больше и больше теряют. Вот, например, что говорит чиновница из администрации Ростова-на-Дону о деятельности общественной организации «Якташлар». Организована деятельность воскресной школы, изучается татарский язык. Учитывая то, что на сегодняшний день снижается численность татар, проживающих в городе Ростове-на-Дону. Имам хатыб Ростова-на-Дону Абдулкадыр Хамзин рассказывает, что ростовской татарской молодежи во время переписи как-то неудобно было себя называть татарами. А то, что в Ростове была перепись, молодежь как-то не говорили, что он татарин, говорили русский. Вот оттуда пошло, что-то много скрывали или стеснялись, я не знаю. Такой же пессимизм касательно татарского народа озвучивает другой имам хатыб Ростова-на-Дону Ильдар Хазрат Синдикаев. Уменьшается татарский народ, население, как в социум. Ну, причины самые разные. Это смешанные браки, оставление, наверное, языка, забывают свои обычаи, традиции своего татарского народа. А теперь давайте послушаем жителей хутора Татарка. У нас нет преподавателей, чтобы обучать татарскому языку. Я к Равиле тогда обращался, он мне там привозил книги там какие. Но факт то, что там книги-то одно, а факт то, что надо алфавит там какой-то там, чтобы что-то изначально. У нас такого нет. На самом деле таких моментов, когда татары говорят, что теряют свой родной язык, свою культуру, вступают в смешанные браки, что сокращается татарская молодежь, что эта молодежь покидает своих татарских родителей. Такого в двухчасовом фильме о татарах очень на самом деле много. Но будем объективны, в фильме есть моменты, которые на самом деле дают надежду татарскому народу. Знаете, не все так мрачно и плохо. Кое-где все же теплится татарлык. Я родом из Казахстана, город Байконур. Моя мама коренная ростовчанка, татарочка. Соответственно, я тоже наполовину татарка. Потому что я татарка, вне зависимости от того, где бы я ни находилась, будь то Байконур, Краснодар, Ростов, я чувствую себя одинаково комфортно, поскольку я говорю на родном языке, я впитываю родную культуру. И то, и другое я могу передать своим детям. И призываю вас к этому же. А вот в Казани, вот что мои родственники, которые в Казани, вот племянница, ее дети, они все знают не только татарский, они знают арабский язык, они читают Коран, в совершенстве владеют, выступают на курсе. У нас Сабир и Амир. Сабиру 14, там 13. Вот они ходят на конкурсы, читают Коран, все, намаз читают, все они там соблюдают. Они там живут, коренные жители, одеваются так вот. У меня Гуля одевается так вот по-мусульмански. И все, она читает намаз, читает Коран. У нее 6 детей, она все успевает делать и работает. Это кошмар, когда она все успевает. Чтобы не потерять ниточку татарского народа, хотелось бы, чтобы побольше слушать татарские песни, слушать татарский язык, принимать участие в концертах, в которые приезжают артисты из Татарстана, говорить на родном языке, прививать своим детям родной язык. У нас 3 детей, и с самых первых дней мы с ними общаемся на татарском, учим татарскому языку, потому что если в доме, в семье нет общения, то дети никогда не будут знать родной язык. Общаемся дома по возможности на татарском языке. Родители меня отдали, я обучалась татарскому языку при Доме пионеров, раньше было. Там же проходили курсы арабского языка. Я изучала арабский, именно как читать на арабском языке молитвы. А вот, наверное, и самая яркая история сохранения татарской идентичности среди татар Ростовской области. Наши комментарии тут, конечно, излишни. Когда я вышла замуж за татарина, я полностью окунулась в обычаи татарской культуры,
научилась готовить татарские блюда, стали участвовать в различных праздниках, конкурсах и пошили ребенку татарский костюм. Пытаюсь воспитывать дочку в традициях именно татарского народа, чтобы она чтила их традиции, чтобы она учила татарский язык, также увлекалась, занималась. Да, мы верим тем татарам Ростовской области, что говорят о проблемах народа. Также хочется верить и тем татарам Ростовской области, что говорят о защите и сохранении своей культуры, языка и традиций. Очень надеемся на вашу искренность. Решили как-то YouTube-татарочки Алсу Хафизова и Лейла Лерон обсудить контент о татарах на YouTube. Они решили взять на себя роль этаких арбитров-оценщиц, которые указывают татарам, какой контент для них хороший, а какой не очень. Команда «Татар мира» относительно недавно на YouTube. Наш канал запустился только в феврале этого года. Команда «Татар мира» очень уважает и любит свою аудиторию. Мы прекрасно понимаем, что YouTube – это универсальная площадка. Люди сюда заходят посмотреть по разным причинам. Татары здесь интересны очень разным аудиториям. Очевидно же, что материалы о татарах интересны как самим татарам, так и той аудитории, которую мы как бы называем не татарской. Алсу Хафизова и Лейла Лерон, по нашим наблюдениям, пребывают сейчас в самом глубоком творческом кризисе. Их болтовня, сплетни о татарах самим татарам неинтересны. Делать качественный татарский движ на YouTube у них не получается. Вот и решили, видимо, они, что легче всего будет попаразитировать на контенте о татарах, которые создают другие авторы других каналов. Отсюда у них и идея обсуждать чужой контент. На просторах YouTube 6 месяцев тому назад вышел видеоролик «Кто такие татары? Происхождение народа». Это все было на канале «Важнейшие исторические события». Алсу Хафизова и Лейла Лерон высказали свои претензии относительно этого видеоролика. Слушаем. Очень много контента, связанного с татарами, не обязательно на татарском языке, где идет просто закадровый голос и какие-то фотки там красивых татарских девушек в наряде мелькают. Одно из таких, я вчера тоже на него наткнулась. «Кто такие татары? Происхождение народа». 170 тысяч просмотров. Там есть ответ на этот вопрос? Мне интересно. Я посмотрела без звука, просто посмотрела видео. Ну, я примерно знаю, что они там Они рассказывают статью из Википедии. Все понятно. Там даже описание к видео. Татары – тюркский этнос, живущий в центральных областях европейской части России, в Поволжье, Приурале, Сибири, Казахстане, СУАР и на Дальнем Востоке. Численность России составляет... Сука, на этом моменте люди просто уснут. 170 тысяч просмотров. Нет, я хочу уйти из этого. Из чата? Из чата выйти. Почему они набирают столько просмотров? Вы знаете почему? Мы-то знаем. А вы знаете? Ну, теперь ответь, почему? Почему такое вот набирает? Нет, я не буду людям говорить, что они глупые идиоты. Я не буду говорить, что они тупые. Итак, наши YouTube-татарочки не могут понять, почему же этот видеоролик набрал так много просмотров. Кстати, на 20 декабря это видео просмотрели более 310 пользователей. По тону высказывания девушек вам же понятно, что в них звучит такая болезненная зависть. Ну да, видеоролик с их просмотрами почему-то не набирает по сотни тысяч просмотров. Команде канала «Татары мира» видеоролик с канала «Важнейшие исторические события» очень понравился. Это во-первых. Во-вторых, включите звук и насладитесь этим красивым грузинским акцентом, с которым повествует о нашем народе автор канала. Татары – титульный народ Республики Татарстан, которая включена в состав Российской Федерации. Это тюркская этногруппа, имеющая множество субэтносов. В зависимости от антропологического типа, люди татарской национальности имеют светлую или темную кожу, волосы и глаза.
Представители сибирской этногруппы наиболее схожи с азиатами. У них широкое плоское лицо, узкий разрез глаз, широкий нос, верхние века со складкой, кожа смуглая, волосы жесткие, черные, темный цвет радужки. Они невысокого роста, приземистые. Поволжские татары имеют овальное лицо, светлую кожу, их отличает наличие горбинки на носу, доставшейся, видимо, от кавказских народов. Татары – нация, обладающая динамичным темпераментом, они очень подвижные, любят танцы и музыку. Это видео о татарах вызвало в основном положительные эмоции у аудитории канала. В комментариях люди рассказывают, какие татары замечательный народ. Комментаторы рассказывают также о своем личном опыте встреч и общения с татарами. Нахваливают татарочек, называют их красивыми и чистоплотными девушками. Там же в комментариях татарам большой привет передают казахи, азербайджанцы, грузины, русские и другие народы. И мы должны дорожить такой позитивной реакцией аудитории на наш народ. Авторы канала «Важнейшие исторические события» сделали самое интересное культурное явление в этом году на просторах Ютуба. Где вы еще в интернете найдете такой контент о татарах, который вызвал такие замечательные настроения? Обратим внимание, что авторы канала «Важнейшие исторические события» ни копейки не заработали на видеоматериале о татарах. Там нет никаких рекламных интеграций. А посмотрите на заголовок. Там есть слово «происхождение народа». Да, очень многим людям интересно узнать, откуда и как произошли татары. Кстати, на нашем канале татарин мира Ренат Хабибуллин сделал видео, которое тоже посвящено истории происхождения татар. И это видео входит в топ-3 самых просматриваемых на нашем канале. Кто не видел, может посмотреть. Нашим же YouTube-татарочкам невдомек, что все дело в запросе аудитории. Этот запрос очень важен, его нужно удовлетворять. Татары в интернете ведь интересны не только самим татарам, но и другим народам. А уж происхождение их тем более. Ну, Алсу Хафизова и Лейла Лерон, называющие аудиторию глупыми, идиотами и тупыми, ту самую аудиторию, которой наш народ не безразличен, ту самую аудиторию, которая питает к нашему народу положительные эмоции, вам, Алсу и Лейла, наверное, самое время уходить с Ютуба. В общем, удаляйте ваш канал, не позорьтесь.